Добрый вечер, жители Сулейман-Стальского района. Тема нашей лекции – это здоровый образ жизни. Что такое здоровый образ жизни? Здоровый образ жизни – это образ жизни отдельного человека с целью продления его жизни и укрепления его здоровья. Значит, для чего нужно вести здоровый образ жизни? Здоровый образ жизни необходимо для полноценного развития разных сторон жизни самого человека, то есть для развития, для роста самого человека. Второе, для чего нужно вести здоровый образ жизни, это для достижения активного долголетия самим человеком. То есть человек в пожилом возрасте не должен себя вести пассивно. А если он будет вести здоровый образ жизни, то он должен быть активным. То есть он должен участвовать во всех сферах социальной, трудовой, семейной, сферах жизнедеятельности человека. Значит, по исследованиям медиков, ученых, здоровый образ жизни в основном зависит, некоторым другим исследованиям, даже 60% зависит от образа жизни самого человека. То есть человек как сам ведет свою жизнь, как устраивает, значит, от него зависит 50-60% его здоровья. Значит, 20% здоровья человека зависит от наследственных факторов, от генетической предрасположенности этого человека. Значит, какой у него генофонд, другими словами. 20% здоровья человека зависит от окружающей среды. Значит, окружающая среда все-таки тоже влияет на здоровье человека. И всего лишь 10% здоровья человека зависит от уровня медицины, то есть от нас, медиков. Значит, заниматься здоровым образом жизни начали 70-е годы 20 века, когда уже значительно начала влиять окружающая среда на здоровье человека. И, значит, встал вопрос о сохранении человечества как отдельного вида. Значит, были глобальные изменения окружающей среды, и в связи с этим люди, ученые, начали заниматься, в общем, здоровьем человека. Что нужно делать, чтобы быть здоровым? Из каких факторов состоит, значит, здоровый образ жизни? Здоровый образ жизни состоит в первую очередь. Первое – это, значит, из соблюдения режима дня. То есть человек должен установить для себя режим дня. Он должен просыпаться в одно и то же время желательно, принимать пищу, завтрак, обед, полдник, ужин в одно и то же время. Значит, ложиться не позже 10 часов вечера. Ни один график здорового образа жизни не может включать, значит, отход ко сну после 12 часов ночи и пробуждение после 2 часов дня, значит, по выходным. Это плохо влияет на здоровье. Значит, второй фактор – это соблюдение, значит, для сохранения здоровья – это правильное питание. Правильное питание, значит, но на эту тему написано много книг, есть много рассуждений. Но я перечислю основные факторы. Это прием ограничения, особенно для людей пожилого возраста, жиров животного происхождения. Даже сейчас рекомендуют ограничивать прием белков животного происхождения, значит, принимать в пищу в основном белки диетического характера. Это, значит, мясо птицы и кролика. Значит, необходим оптимальный прием, значит, ежедневный прием жидкостей. То есть человек должен пить не менее 2,5 литров жидкости. Значит, оптимальное дробное питание, то есть питание человека за один прием он не должен принимать маленькое количество пищи, а не переедать и частое дробное питание, часто через часа 2-3 маленькими количествами. Значит, включение в рацион в основном растительных продуктов. Прием в основном свежих продуктов желательно принимать. Потом
И исключение, конечно, из питания, алкоголя, значит, ну, газированных этих напитков. Вот сейчас вот в Макдональдсах продают вот фастфуд, там чипсы, вот это все. Еще легко усвояемые углеводы, это печеные, там сдобные эти продукты. Вот это все плохо они отражаются на здоровье, и желательно, конечно, прием их исключить. Так, еще один фактор вот насчет питания, это исключение, конечно, позднего ужина. Желательно, особенно для людей полных, у кого есть ожирение разных степеней, не принимать пищу после 6 часов вечера. Исключение, значит, позднего ужина. Еще один из факторов здорового образа жизни – это активный образ жизни. Вот сейчас достижения науки, техники привели к тому, что человек начал мало двигаться. Значит, даже сейчас можно приобретать товары, продукты питания, не выходя из дома, заказывать. Все это, конечно, значительно ограничило, значит, двигательную активность человека. Сейчас у каждого, значит, вырос уровень жизни людей, у каждого есть семьи, у кого не только по одной машине, есть по 2, по 3 машины, люди уже меньше начали ходить. А вот от двигательной активности, конечно, зависит и во многом и здоровье человека. Конечно, для начинающих вести здоровый образ жизни необходимо заниматься, значит, физическими упражнениями не менее 30 минут, даже можно в домашних условиях. Ходьба пешком, желательно в лесопарковых зонах. Но, естественно, там уже постепенно переход на любые формы спорта. Это каким видом спорта заниматься, конечно, выбирать самому человеку. Бег, разные виды спорта, вот сами знаете. Кому что подходит, можно заниматься постепенно, конечно, не давать сразу большие нагрузки на организм. Постепенно переход к занятиям спорта. Еще один из факторов здорового образа жизни, конечно, отказ от пагубных привычек. Это я уже говорила, когда говорю про питание. Это отказ от курения, употребления алкоголя, значит, ограничение приема, значит, не полное исключение, ограничение приема это крепкого чая, крепкого кофе, значит, отход от таких пагубных пристрастий. Например, некоторые люди любят соленые вещи. Желательно такие вещи, конечно, ограничивать, потому что это плохо влияет на здоровье, на организм. Значит, еще один из факторов, из важнейших факторов, это укрепление организма человека путем закаливания. Но укрепить организм, конечно, можно приемом различных тонизирующих препаратов. Есть такие препараты элеутерокок, настойка женьшеня и другие там, фитопрепараты, которые можно приготовить в домашних условиях. Но лучше, конечно, закаливать организм. Но закаливание это не означает, конечно, сразу, чтобы человек там пошел, купался в проруби или там обливался холодной водой. Для начинающих, конечно, можно начинать с контрастного душа. Причем перепад температуры между горячей и холодной водой для начинающих, конечно, должен быть минимальный. А потом уже, конечно, можно и разницу эту увеличивать между горячей и холодной водой. Значит, закаливание, конечно, повышает иммунитет, значит, улучшает функцию сосудистой системы, но, естественно, и улучшает функцию нервной системы. Для, значит, укрепления организма, конечно, основное внимание, значение имеет состояние психики и нервной системы человека. Значит, нервозное состояние, значит, раздражительность, стрессы, они снижают иммунитет, они даже вызывают активизацию таких, значит, притихших таких хронических заболеваний в организме. Поэтому даже если такое состояние есть у человека, да, нервозное, там, или стрессовое какое-то, лучше, конечно, это в себе не хранить закрытым. Лучше покричать, заплакать этому человеку или как-то это все вывести наружу.
это как-то все равно человеку становится легче от этого. Значит, нервные срывы, там стрессы, они, конечно, вызывают раннее старение в клетках и в организме человека. Ну, вот такие основные факторы для сохранения здоровья человека. Если все люди будут это соблюдать, конечно, было бы хорошо для здоровья населения. А еще, пользуясь случаем, конечно, я хотела бы, как участковый терапевт и Минхырской врачебной амбулатории, сказать, что к нам сейчас привезли вакцина Гриппол и вакцина от вирусного гепатита Б. Желающие для профилактики гриппа различных форм имеется у нас. В общем, приходите, вакцинируйтесь. Вирусный гепатит, вы знаете, это особо опасная инфекция, исходом этого заболевания является цирроз и рак печени. Вот можно вакцинироваться и профилактика. И заразиться, я хотела бы сказать, насчет вирусного гепатита, очень легко. Мы все ходим к стоматологу, женщины ходят там для маникюра, педикюра, там татуажа, косметические салоны, там запросто можно, или там какие-то медицинские манипуляции, связанные с кровью, переливание, там капельницы, запросто можно заразиться вирусным гепатитом. Так что у нас есть вакцина, приходите, вакцинируйтесь, пожалуйста.